Но на Северном Кавказе существуют годами, десятилетиями конфликты, которые тлеют, и в этих конфликтах русское население не участвует. Например, осетино-ингушский конфликт. Давайте посмотрим сюжет, который подготовили мои коллеги об этой непростой ситуации. У меня тут дом по Длиннодолинской 24. Вот они хотят снять его. Вы как к этому относитесь? Отрицательно. Очень это. Ну, вот сразу видно, что отрицательно. Не, ну, Зарплату за что? за что платят? Ладно. Не, ну, слушай. Правозащитника Руслана Парчиева не пустили в бывшее ингушское село близ Владикавказа. Это зона вроде бы потухшего осетино-ингушского конфликта, бушевавшего в начале 90-х. Тогда погибло около 1500 человек, и еще десятки тысяч стали беженцами. Бои в прошлом, но ингуши считают, что у них отняли родную землю. Парчиев помогает людям возвращать и землю, и дома. Вот эти два села, которые находятся за вот этим шлагбаумом, объявились водозаборной зоной. И туда не пускают. Ну, не пускают, как вы сами могли убедиться, вот именно тех, кто там проживал, а именно жители ингушей. Ингуши были большинством населения этого района Северной Осетии. Сейчас больше осетин. Сам конфликт уже давно не на улицах, а в судах. Людям предлагают компенсацию за потерянное жилье при условии, что они не будут возвращаться. Но беженцы хотят и деньги получить, и землю вернуть. Мечта, ну, человек, видно, уже не рассчитывает долго прожить, чтобы здесь скончаться. Ну, вот как получится, не знаем. Здесь уже давно не стреляют друг в друга. В селе Карца ингуши вновь живут рядом с осетинами. Но и для одних, и для других ничто не забыто, и никто не забыт. У меня убили двоюродного брата. Он вот отсюда именно. Он выехал на моей машине, доехал до Октябрьского. Там его остановили и убили. Правозащитник повез нас на небольшое кладбище, где похоронены погибшие в столкновениях ингуши. Оно как символ пропасти между двумя народами, которая никуда не делась. Каждый дом здесь имеет свою военную историю, и каждый может рассказать о своей личной войне. Я на кладбище боюсь идти, кладбище. Понял? Вот когда наш Пасха бывает, тогда милиция приезжает, там милиция стоит. Человек 8 охраняет тебе, чтобы тебя не убили там. И те, кто боятся возвращаться, и те, кому просто некуда возвращаться, уже 2 десятилетия ютятся в лагере для беженцев в Ингушетии. Туча небо кроет. Давай. Туча небо кроет, солнце не блестит, ветер в поле воет. Давай. Дождик моросит. Раньше их жалели как жертв конфликта. Теперь они кажутся неудачниками, не сумевшими обустроиться в этой жизни. И снова их выгоняют уже из этих трущоб. Реальность в том, что люди могут стать беженцами дважды. Они объявили голодовку. Руслан Парчиев, кажется, их единственный союзник. Когда мы выселялись, да, вот участок отца в отцовском доме, 14 душ детей, как бы, да, вот нас было. Я по счету 10-й ребенок в семье, как бы. Все обратно в один двор вернуться не могут. Нам показывают бывшую зону конфликта, не опасаясь неприятностей. Такое невозможно представить себе ни в Абхазии, ни в Южной Осетии, ни в Карабахе. Но все-таки конфликт не урегулирован. Кого-то не пускают, чей-то дом занят другими людьми, а многим просто уже не хочется возвращаться. Для Руслана Парчиева Владикавказ – родной город, но себя он в нем уже не видит. Я, конечно, сюда приезжаю, в мечети бываю, мне нравится здесь бывать, у меня тут друзья, я здесь, значит, общаюсь, но все равно вот это вот присутствует. Порвано, а потом соединено вновь, но уже, безусловно, качество не то. Конфликт не решен, пока есть целый народ, считающий себя побежденным. В ближайшей перспективе все останется как сейчас. Зарастающие руины и разделенные села. Но, как это всегда и было на Кавказе, при жизни следующих поколений война может повториться вновь. Вот мы посмотрели сюжет ситуации на границе Ингушетии и Северной Осетии. Конечно, здесь представлена точка зрения ингушей. Если бы мы послушали осетинскую сторону, то там были бы свои какие-то жесткие выводы, свои какие-то аргументы. Но вот эта история социально-экономическая или межнациональная? Нет, это история политическая. К большому сожалению, новая Россия идет по тому же
же абсолютно самому пути, как шел Советский Союз перед своим распадом. То есть каждый народ надевает сначала шапочку какую-то особую на себя, начинает слушать музыку. Сейчас в телефонах у каждого своя национальная музыка. Только у русских не звучит калинка почему-то и подмосковные вечера. Мы как Стас бы Михайлов вне заменяет этой калинку, ситуации да. находимся. не А русская потом музыка. культурная составляющая. Мы эту грань не поняли даже на Советском Союзе, когда культурная составляющая переходит в политическую плоскость. У нас уже есть страны внутри Российской Федерации. Татарстан, Башкортостан. Они открыто объявили себя государствами. Возникает интересный вопрос. А если бы Татарстан на краю находился России, вот небольшой России, а вот сегодняшней России, он бы повел себя так же, как некоторые кавказские республики, Но стремясь к слава отделению? богу, что он Или не на нет? краю, поэтому гипотетически, может быть, и не стоит обсуждать Так мы не поведение решили для татарской себя элиты. этот вопрос. Но давайте вернемся к этой истории, вот осетино-ингушскому Просто конфликту. осетины со времен Царской империи всегда были пятой колонной российского империализма на Кавказе. Но мне кажется, что осетины бы, если бы присутствовали в этом зале, обиделись бы на вас. Они Ничего себя, бы не во-первых, обиделись. пятой колонной не считают, и у них нет таких глобальных замыслов, какие вы им приписываете. Максим, вы Есть, хотели есть что-то у них сказать? эти замыслы. Осетины себя называют опорой России на Кавказе, и это очень любят в Осетии повторять. Что касается осетино-ингушского конфликта, это был, конечно, политически манипулированный конфликт. Он возник в ситуации распада, когда страна разрушалась. Но уже 23 года Я напомню, прошло. что там было 3 этапа. Первый этап – это беспорядки в Грузии, когда огромная масса осетинских беженцев хлынула из Грузии в Северную Осетию, создав критическую массу. Им негде было жить. О них никто не заботился. И их организовывали в криминальные группы. По той причине, что просто государство исчезло. Но мы Чечню отстроили. Если так сейчас я вам просто быстро решить этот расскажу. конфликт. Второй момент. Не бывает никаких национальных конфликтов. Второй момент. Вообще не бывает. Это разделение Чечено-Ингушской АССР, когда ингушей бросили без административных границ, без системы управления, без бюджета финансирования, без всего. Просто Москва договорилась с Дудаевым, Дудаев договорился, значит, с Аушевым. Вот назначили Аушева президентом фактически и сказали: живите здесь ингуши. Но Владимир Тон с границы вами не справа согласен. непонятно, границы слева непонятно. Я объясняю, в чем была причина. И вот эта вот масса беженцев, кударцев или чесанцев, южан в Северной Осетии, вот ингуши, потому что ингуши сказали: наша граница проходит посреди Владикавказа. Начались боестолкновения, в ходе которых ингуши потерпели поражение. Но в начале конфликта, могу сказать, что инициативны были обе стороны. Потом в это дело включились беженцы из Южной Осетии, вооруженные группировки. Да. И началась резня. Как всегда, виноват тот, кто проиграл. Но почему этот Понимаете? вопрос до сих пор Еще надо не решен, если Но это на самом поражение деле власти это была условно Москва, деньгами. потому что российская армия тогда была брошена, в частности, было принято решение поддерживать осетин в том конфликте. И российские, вы там были, Павел, я же знаю, и вы это прекрасно помните. Как российские подразделения, они заняли антиингушскую Да, но это же позицию в было этой 20 ситуации. лет назад. И за 20 лет можно было уже этот почему они- конфликт решить.